Бог очень обеспокоен и видит, что в этом сообщении я говорю вам, что сатана забрал человека и не вернется. Это может случиться, потому что он умрет, и вам предстоит не допустить, чтобы эта трагедия произошла в эти выходные. В противном случае вам придется столкнуться с жизнью в одиночестве и пролить много слез. Аминь. Ангелам было видение, что кто-то может пойти на большой риск, и вы были выбраны, чтобы спасти эту душу, прежде чем она упадет со скалы, построенной во имя вас. Вы должны уделить этому посланию ценность и полное внимание, чтобы этот человек действительно мог обрести максимальную свободу и улыбаться рядом с вами, испытывая чувство единения, счастья и радости. Аминь. Если вы проигнорируете эту карту, враг приблизится и убьет вас. К сожалению, уже слишком поздно. То, что произойдет в ближайшие 3 часа, удивит всех вокруг. Зная, что ты тоже потеряешь свою жизнь от одного жестокого и ужасного удара. И нельзя доживать последний вздох, не сдаваться и стараться дойти до конца. Скажи аминь. У Бога есть серьезное дело, которое Он должен открыть вам, прежде чем эта женщина действительно поставит вас в тупик и, наконец, отомстит за то, что произошло между вами двумя. Но теперь она создала большую плесень в твоем сердце, и ты не остановишься, пока не увидишь ее падение. Поэтому необходимо перестраховаться, прежде чем столкнуться с этой сложной ситуацией в своей жизни. Аминь. Ангелы говорят, что это не шутка. И если вы оставите это сообщение, с этого момента у вас будут серьезные проблемы, потому что враг очень близок к тому, чтобы сделать то, что он делает. Он знает, что вы очень близки к концу своей жизни и хочет видеть вас опустошенными и подавленными. И это приносит огромную болезнь, которая заставит вас жить в мучительной боли всю оставшуюся жизнь. Аминь. Но будьте осторожны. Начиная с сегодняшнего дня подпишитесь на сообщение канала Los Angeles, чтобы праздновать больше побед в своей жизни. Поскольку Бог – ваш пастырь, у вас не будет недостатка ни в чем. Даже если вы пересечете тень смерти, она осветит ваш путь, чтобы показать, что вы действительно избраны для участия в моменты великой радости. И все это произойдет, если идти до конца. Я умоляю тебя поставить лайк, чтобы все, что я увижу, свалилось на тебя, потому что сегодня сатана исчезнет из твоей жизни. Аминь. Бог сказал вам предупредить, что вы должны контролировать очень большую часть своего тела. Сегодня эту связь необходимо разорвать, прежде чем враг заберет всю радость в вашем сердце и превратит вас в развращенного человека. Это ведет вас по пути практики греха. И мне очень жаль, если это так, но, возможно, на этом все и закончится. Аминь. Напишите вместе со мной 34 часа и 21 минуту, чтобы убедиться, что вы сможете найти правильный путь в своей жизни, начиная с сегодняшнего дня. И если вы готовы заплатить цену, это принесет много благословений и процветания. И ничто не приведет к тому, что огромная сумма денег попадет на ваш банковский счет в ближайшие несколько дней. Все дело в вере и вере в возможности, которые Бог имеет в вашей жизни. Аминь. Ангелы говорят вам, что вы живете в своем кругу дружбы, будучи очень энергичным человеком,
который сделает все возможное, чтобы сохранить свое место в ваших отношениях. Так что откройте глаза и закройте уши сегодня, прежде чем это слово войдет в вашу жизнь и заберет огромную любовь, которую вы испытываете к этому возлюбленному. Но, к сожалению, лучше быть таким. Я не ставил тебе большой ловушки, в которую ты можешь попасть. И если вы не цените это послание, мне жаль сообщать вам, что оно может быть очень ужасным, потому что Бог по-прежнему дает вам много информации о том, что вам нужно знать, чтобы не потерять ни одного из своих детей. Серьезный риск. Это может произойти в ближайшие 34 часа. И это правда, и вам не следует оставлять это сообщение, иначе вам придется жить без них. Аминь. Сегодня утром Бог сказал, что вы можете потерять свою жизнь. Очень трудно объяснить, потому что сатана устроил великий цикл зла, так что вы в конечном итоге впадете в великое искушение, и цена будет очень высокой. Но вам нужно докопаться до сути, чтобы вы перестали слышать это послание, и у него больше не было плана на вашу жизнь. Аминь. Ангелом было видение человека, переживающего великие страдания, потому что болезнь постучала в их дверь. И уже слишком поздно. Поставьте лайк и поделитесь этим сообщением, чтобы вам не пришлось хоронить этого особенного человека и пережить конец этого месяца с большим количеством зрелости, боли и трав. И пусть Бог защитит всех членов семьи от всего плохого в этой жизни. Аминь. Отправьте сообщение 270012, чтобы уже сегодня исцеление пришло ко всем нуждающимся. И Бог поместит вас в новую фазу жизни, где вы получите обильное процветание и множество финансовых благословений, которые принесут вам большое счастье и не переживут множество бурь и бесов. Аминь. Враг хочет принести смерть в ваш дом, и вы должны не допустить его проникновения. Таким образом, все зло и все опасности будут вырваны из своих корней раз и навсегда. Избавьтесь от этого злого дела, которое он устроил, чтобы никто не пострадал с вашей стороны. Но чтобы это произошло, выясняется, что не следует оставлять это слово, иначе, к сожалению, будет слишком поздно. Аминь. Пути назад не будет. Опять же, Бог очень обеспокоен, потому что ты, дитя мое, больше не должен оставаться с кем-то, кто только использует тебя и высасывает твою душу. Скоро ты узнаешь, кто он, и, вероятно, он тот человек, о котором ты заботишься больше всего, даже брат, но он предал тебя раньше. И если вы не будете держаться подальше от этого человека, он причинит вам еще большую боль. Это не шутка, скоро вы узнаете правду. Аминь. Дитя мое, Слово Божье не воспринимается легкомысленно. И если вы хотите преодолеть весь этот шторм и всю эту суматоху, я очень рекомендую вам сделать все возможное, чтобы дойти до желаемого конца. Вы можете получить прощение всех своих грехов. Вам просто нужно принять правильное решение, и вы сможете дважды просить всех благ, потому что вы можете пойти на новый великий путь процветания, зная, что в вашей жизни ничего не пропущено. Аминь. Сатана тщательно изучил вашу жизнь и запланировал нечто, что всех шокирует. И если вы не хотите пропустить это, то на самом деле это молодая женщина на этой великой скале,
которая наконец-то собирается полностью уничтожить вашу семью и вас. Я хочу, чтобы вы с этого момента прекратили его дегустировать и внимательно обсудили, потому что в ближайшие несколько минут откроется что-то шокирующее, и вы это не пропустите. Бог сказал мне сказать вам, что, к сожалению, вы совершили большую ошибку и что вам предстоит пережить огромную боль и страдания. И если вы не вернетесь назад и не примете правильное решение, оно будет преследовать вас всю оставшуюся жизнь, и этот отпечаток останется в вашем сердце, всегда приводя к сильному ощущению неудачи. Аминь. Теперь напишите 1712 всем ненавидящим вас, да будут они прощены. Большинство из них не знают, что они делают в вашей жизни, но сегодня, когда вы выполняете эту новую миссию в своей жизни, Бог благословит вас покаяться и найти настоящий выход. Аминь. Ангелы очень волнуются, потому что видят, как в ваш дом входит армия зла. Эта энергия окружала вас долгое время, и сегодня Бог всячески ворвет ее в вашу жизнь. Прежде чем вы попадете в новый кошмар, который может вам дорого стоить, я очень хочу, чтобы вы не убирали это письмо. Аминь. Бог предупреждает вас в последний раз, что в вашей семье действительно осталось очень мало времени до того, как кто-то умрет из-за болезни. Повторяю, если ты хочешь спасти ее от смерти, я хочу, чтобы ты был там в конце, чтобы показать мне, что это спасение действительно того стоит, и жить вдали от всех опасностей. Аминь. Сатана пытается выяснить, что делает вас самым счастливым, поэтому на этой неделе он начнет навязывать себе одну из ваших самых больших мечтаний, которая может стать реальностью. Не принимайте неправильное решение. Так что не упускайте эту возможность и не ошеломляйтесь всеми этими планами, которые готовятся к вашей жизни. Аминь. Прокомментируйте вместе со мной, что вы не поддадитесь злу этого мира, что вы не позволите своему сердцу быть злым 4417, потому что вы знаете, что Бог – единственный выход, и это, даже если Он у вас есть. Вы не продадите свою душу в трудную минуту, потому что знаете, что она стоит гораздо больше, чем может предложить враг. Аминь. Ангелы предупреждают вас, что вам больше всего нужно дождаться конца этого послания, чтобы вы могли проявить свою преданность Отцу и получить все, что Он приготовил для вашей жизни. Но ты должен убедиться, что ты силен верой, чтобы враг не мучил твой путь. Аминь. Сынок, мне жаль это говорить, но, к сожалению, ты потеряешь этого человека. Нет никакого способа избежать этого. Она приняла неправильное решение, и Бог предупредил ее не идти по этому пути. Она много страдает, но становится настолько упрямой, что не хочет слушать, что говорит Отец. К сожалению, случается худшее, и вы должны быть готовы этого избежать. Аминь. Говорят, что ангелы будут и дальше обеспечивать ежедневную защиту в вашей жизни. Для того, чтобы это произошло, вы должны показать, что готовы ко всем трудным временам, которые встречаются на вашем пути, потому что вы – дитя Божие и вас не поколебать. Даже если сатана покушается на вашу жизнь, он не сможет этого сделать, потому что вы человек огромного духовного процветания. Аминь. Бог заявляет, что иллюзии ложной видимости подобны плотным занавесям, скрывающим свет истины,
заставляя неосторожных ошибочно принять чистоту цели. Столкнувшись с такими лицами, важно внимательно оценить основную цель, а не просто наблюдение. При внимательном анализе и немного терпения мы сможем проникнуть сквозь эти обманчивые слои и раскрыть скрытые истины под покровом искусства. Комментарий 4334. Я призываю вас призывать мое присутствие всякий раз, когда вы желаете привлечь и получить особые благословения. Поверьте, что я полностью контролирую ситуацию, даже когда это неуправляемо и невозможно. Под моим руководством ваша жизнь будет полна надежд и стабильна. Ваши молитвы будут услышаны. Ответы будут даны, когда придет подходящее время, и я открою пути, необходимые для вашего успеха. Бог предупредил вас, что может показаться, что ложь облегчает ситуацию в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе она разрушает дух и отвращает нас от его божественного плана. Ложь отделяет нас от одиночества и неудовлетворенности, а истина приближает к Богу и Его спасительному свету. Он послал послание о том, что постоянное присутствие Бога дает поддержку и силу во времена сомнений. И если страх падения кажется непреодолимым, важно поддержать себя верой и найти убежище в комфорте и безопасности, которые предоставляет Бог. Он заверил нас, что будет с нами на каждом этапе пути, направляя нас сквозь хаос и помогая нам прийти в себя, когда нам это нужно. Ангелы подчеркивают необходимость адаптации в постоянно меняющемся мире. Они побуждают нас рассматривать перемены не как угрозу, а как ряд возможностей для повышения устойчивости и универсальности. Используйте эти возможности с энтузиазмом и непредвзято, поскольку каждая новая ситуация – это урок, который будет способствовать вашему дальнейшему росту и успеху. Бог сказал вам, что ваш опыт депрессии в основе своей индивидуален, в то время как некоторые находят облегчение с помощью традиционной медицины, другие могут найти большое утешение в обновлении своей веры. Включение ежедневных духовных практик, таких как посещение религиозных служб, медитация и участие в религиозных общинах, может быть чрезвычайно освежающим и исцеляющим. Ангелы учат нас, что наше восприятие легко обмануть фасадами добродетели и праведности. В этом мире обмана истинная сущность человека часто маскируется тщательно продуманными символами и словами. Они побуждают нас взглянуть за пределы внешнего вида и увидеть чистую сущность, которая раскрывает истинный характер. Хотя путь духовного роста отмечен трудностями и болью, помните, что эти переживания не указывают на заброшенность, а тщательно предназначены для духовного строительства. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, являются выражением моей безусловной любви, которая навсегда изменит вашу душу. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это бесценная возможность расширить вашу веру и усилить вашу зависимость от меня. Иногда поддержка зла может показаться быстрой выгодой или дружбой, но выбор пути добра никогда не будет беспомощным, предостерег вас Бог. Это временное заблуждение, истинное общество питается и поддерживается теми, кто живет по истинным этическим и моральным принципам. Возлюбленное дитя, осознай, что депрессия может стать временем духовного просветления и трансформации. Такая ситуация может указывать на необходимость существенных перемен,
и соответствия вашим истинным стремлениям и жизненной миссии. Используйте это время, чтобы углубить свои отношения с Божественным и найти новые направления, которые отражают вашу истинную личность и цели. Ангелы предупреждают, что будет построена ложная палитра, отделяющая нас от других и от нашего истинного «Я». Эта ложная путаница становится все более и более сложной, усложняя нашу жизнь до тех пор, пока не кажется, что истинная свобода недостижима. Они советуют нам выбрать путь открытости и прозрачности. Бог велит нам помнить, что каждое сказанное нами слово сеет будущую реальность. Эти семена могут превратиться в фруктовые деревья, полные жизни и света, или в ядовитые сорняки. Подбирая слово, нужно руководствоваться заботой и любовью, а не волной сожаления, чтобы мы могли вырастить сад, которым сможем гордиться. Он понял, что путь к духовному просветлению полон страданий и зла. Видите ли, самое необходимое для вашего личного скрининга. Препятствия, возникающие на вашем пути, следует рассматривать как акты божественной любви, а не оставления, направленные на укрепление и обогащение вашей души. Каждый испытательный срок – это ценное окно в развитие вашего характера и большую приверженность моему руководству. Бог заявляет, что полное уничтожение источников зла является наиболее эффективной стратегией предотвращения повторного появления вредных последствий. Этот принцип важен не только для борьбы с очевидными злодеяниями, но и для борьбы с негативными тенденциями, которые, если ими пренебрегать, могут умножаться и распространяться. Работая осторожно и целеустремленно, мы обрезаем эти корни до того, как они созреют и дадут плоды, чтобы обеспечить наилучшие условия для хорошего цветения. Бог сказал вам предупредить, что развлечения, которые приходят на этих фестивалях, поверхностны и недолговечны. Последствия поддержки нечестности сказываются далеко за пределами настоящего. Он призывает нас искать праздники, которые демонстрируют добродетели, которые возвышают наши души и больше связывают нас с другими, и вместе с ним Бог учит нас, что истина – это компас, который ведет нас через испытания и ведет нас к росту и зрелости. Принятие истины в качестве центрального принципа необходимо для по-настоящему богатой и полноценной жизни. Он освещает наше путешествие и дает нам ясность в запутанном мире. Протяните руку и попросите изобилие течь к вам, потому что я всегда готов ответить. Даже во времена хаоса и неопределенности знайте, что я все контролирую, и ваша безопасность гарантирована в моих руках. Я внимательно выслушаю ваши молитвы, отвечу на них в подходящее время и укажу, как вам следовать, когда это необходимо. Возлюбленное дитя, важно знать, что внешность часто тщательно выдумывается, чтобы ошеломить и подражать. Однако точность заключается в простоте и ясности, вдали от спектра массивных и вычурных предметов. Оценивая поведение других, важно выходить за рамки первого впечатления и искать искренность, которая проявляется в последовательных действиях и точных словах. Бог повторяет, что Его поддержка вечна, и Он хочет, чтобы вы достигли больших высот. Страх неудачи, хотя и понятен, не должен быть непреодолимой стеной. Это побуждает нас доверять Божьим обещаниям и верить в свою способность преодолевать любые трудности, с которыми мы сталкиваемся. Ангелы предупреждают нас, что язык,
– это режущий инструмент, который может нанести более глубокие раны, чем любой другой инструмент. Безответственное использование может привести к серьезному ущербу. Они призывают всех нас привести наши слова в соответствие с нашими высшими идеалами, используя их для исцеления, ободрения и вдохновения, а не для причинения боли или разрушения. Хотя депрессию можно объяснить биохимическими и психологическими факторами, ангелы предупреждают, что она может усугубляться духовным кризисом. Они побуждают нас целостно думать о своем здоровье, признавая важность заботы о разуме, а также о теле и духе при лечении депрессии. Это побуждает нас хранить наше сердце и умы в его любящем и прощающем присутствии даже в самые трудные времена депрессии. Он идет рядом с нами и мягко выводит нас из тени к большей ясности и покою, где мы можем найти истинное и глубокое исцеление. Я приглашаю вас взывать о вашем вмешательстве, чтобы излить на вас 4523 бесчисленных благословения между часами. Верьте, что я контролирую каждый аспект, даже когда все кажется хаотичным. Ваше будущее под моей защитой. Твоя просьба будет услышана и исполнена в назначенное Богом время, и я покажу тебе, дитя мое, двери, которые откроются для твоего продвижения. Ангелы подчеркивают важность говорить с мыслью и пониманием. Каждый разговор – это возможность поддержать хорошее или плохое, и мы всегда должны стремиться внести позитивный вклад в мир своими словами. Подумайте, прежде чем говорить, и выберите слова, которые благословят всех. Ангелы предупреждают нас об опасности судить по внешности. Они подчеркивают, что истинная мудрость исходит из глубокой проницательности и глубокой чувствительности, божественных даров, которые позволяют нам различать настоящее и скрытое. Дитя мое возлюбленное, пойми, что идти по пути лжи значит отклониться от сути своего тщеславия. Хотя честность изначально может требовать от нас большего, она всегда ведет к более полному и достойному существованию. Истина укрепляет, обогащает наши отношения и укрепляет наш характер. Бог велел вам предупредить, что во тьме тревоги важно искать свет духовной поддержки помимо врачебной и врачебной помощи. Он дает нам свое вечное присутствие и утешение, всегда готов услышать наши молитвы и вести нас в трудные времена, освещая наш путь своей благодатью. Между часами 32-16 подготовьтесь к своему духовному путешествию, включающему этапы невзгод и страданий, которые имеют основополагающее значение для укрепления вашего внутреннего «я». Возникающие проблемы – это не просто препятствия, а настоящее проявление любви, направленное на укрепление вашей духовности. Каждое препятствие – это божественная возможность укрепить вашу веру и вашу зависимость от моего вечного руководства. Ангелы побуждают нас укреплять нашу любовь к себе, чтобы мы не зависели от других, чтобы они чувствовали себя полноценными. Развивая глубокое чувство самопринятия и уважения, они подчеркивают, что мы не должны постоянно нуждаться во внешней любви. Эта уверенность в своих силах не только наполняет наше существование, но и готовит нас к любви, которая процветает в здоровых отношениях. Мы приглашаем тот же негатив поселиться в наших сердцах, поскольку Бог поддерживает тех, кто неосознанно разжигает гнев.
Это предупреждает нас о том, что привязанность к гневу не только вредит нашей душе, но и уводит нас от света. Поэтому важно противостоять искушению присоединиться к людям, действиями которых движет гнев. Ангелы напоминают нам, что депрессия часто служит приглашением к духовному прозрению и личностному росту. Мы рекомендуем рассматривать эти трудные времена как возможность переоценить наши отношения с Божественным и привести свою жизнь в соответствие с нашими глубочайшими духовными ценностями. Посредством молитвенной медитации и коллективного молчания мы можем найти способы преодолеть боль и достичь большей цели. Ангелы советуют нам развивать самопринятие и сострадание. Приняв тот факт, что ошибки являются важной частью процесса обучения, мы можем более эффективно и легко управлять своими страхами, что приводит к большему и более полезному личностному росту. Прокомментируйте мой номер 6334. Я прошу вас выйти вперед и попросить профиль благословения. Будьте уверены, я против всех ситуаций, особенно тех, которые, казалось бы, противоречат любому порядку. Ваше будущее под моим взором. Я отвечу на ваши молитвы в нужное время и укажу необходимые пробелы на вашем пути по мере необходимости. Ангелы предупреждают нас, что, почитая самообман, мы становимся его соучастниками. Эта ассоциация не только влияет на нашу мораль, но и ставит нас в мир незащищенности, что влияет на наше эмоциональное и духовное благополучие. Покинутость, которую мы в конечном итоге ощущаем, является прямым результатом наших собственных решений. Любимое дитя, подумай об этом. Ошибка – это изначально самозащита и служение другим. Устранив эти разрушительные влияния в их источнике, вы не только защитите свою духовную эволюцию, но и внесете вклад в создание более здоровой и позитивной окружающей среды для всех. Ангелы учат нас, что избегание рисков из-за страха совершить ошибку может лишить нас важных жизненных уроков и личностного роста. Они побуждают нас понять, что путь к успеху полон испытаний, ошибок и, в конечном итоге, триумфа. Каждый шаг кажется шагом назад, но это возможность укрепить наш дух и настойчивость. Напишите мне 8435. Примите, что процесс духовного углубления будет включать в себя болезненные моменты и трудные испытания, которые имеют решающее значение для вашего духовного роста. Трудности, которые появляются на вашем пути, это не признаки заброшенности, а признаки моей глубокой любви, которая хочет развивать и укреплять вас. Душа, каждое препятствие – это возможность для тебя расти в добродетели, вере и постоянной поддержке. Бог предупреждает вас, что истинная верность – это нерушимый столб силы, не поддающийся иллюзиям. Он призывает нас быть стойкими в своей нравственности, согласовывать свои действия с нашими глубочайшими духовными ценностями, несмотря на ложные видимости, которые могут встретиться на нашем пути. Дорогое дитя мое, пойми, что ты можешь посеять семена вражды в своем духе, помогая тому, кто сеет гнев. Посмотрите на свой выбор и ассоциации, и посмотрите, кто всегда распространяет послание мира и гармонии. Бог напоминает вам о силе благодарности во времена перемен. Сохранение благодарного сердца помогает нам сосредоточиться на положительных аспектах нашего пути, наполняет наши души позитивной энергией
и укрепляет нашу устойчивость даже в самые трудные времена. Благодарность позволяет нам видеть прогресс и поддерживает решимость идти к обещанным наградам. Пойми, дитя мое, что твоя личная трансформация оказывает глубокое влияние на твое окружение. Преобразуя себя, вы становитесь маяком вдохновения для других, побуждая их заниматься творчеством и улучшать мир вокруг себя. Этот волновой эффект позитивных изменений расширяет сферу действия ваших действий за пределы вашего непосредственного круга, затрагивая жизни и способствуя развитию сообщества и взаимной поддержке. Ангелы советуют нам вести жизнь в служении и истинной любви, поскольку это признаки души на пути к спасению. Посвящая себя другим и выражая истинную любовь, мы раскрываем Божий свет в мире, ведущий нас к Его славной надежде на спасение. Напишите 451, чтобы выпустить поток великих благословений в вашу жизнь. Имейте полную уверенность, что я буду покупать даже на, казалось бы, неконтролируемых уровнях. Со мной твое будущее обеспечено. Я своевременно отвечу на ваши звонки и создам возможности, когда это необходимо. Бог побуждает нас обращать внимание на свои слова как на признак духовной зрелости. Прежде чем говорить, Он призывает нас задуматься о влиянии наших слов и о том, как наши слова повлияют на других. Таким образом, мы берем на себя роль активных создателей нашей окружающей среды, формируя и заботясь о ней. Я помогу вам продолжать идти вперед, даже когда дела идут тяжело. Значительные изменения требуют времени и настойчивости, поэтому вполне естественно сталкиваться с периодами сомнений и усталости. Но Господь уверяет нас, что стойкость перед лицом этих проблем выведет нас на более высокий уровень, который принесет в нашу жизнь новую энергию пробуждения. Ложь, которой учат нас ангелы, заключается в том, что, хотя она может принести временное облегчение, она никогда не даст нам долгосрочного решения или истинного утешения, которого ищут наши души. Они побуждают нас принять истину, даже когда она представляет собой проблему, потому что именно в истине мы находим истинное исцеление и решение наших самых глубоких проблем. Дорогое дитя, знай силу своих слов. Выбор негативных или деструктивных слов может, даже не осознавая этого, привлечь негатив в вашу жизнь и жизнь других. Истинная мудрость приходит, когда вы выбираете слова, которые отражают лучшие стороны вашего духа, слова, которые исцеляют и благословляют, а не проклинают или ранят. Поймите, что путь вашей духовной эволюции может быть полон испытаний и болезненных моментов, необходимых для вашей духовной трансформации. Препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, это не признаки забывчивости, а проявление моей вечной любви, призванной глубоко и надолго укрепить вашу душу. Каждая проблема – это уникальная возможность развить более стойкий характер и развить полную зависимость от моего любящего присутствия. Ангелы напоминают нам принять прекращение отношений как важный аспект нашего личностного роста. Поняв и приняв разрыв, мы можем с достоинством двигаться вперед и открыть свои сердца будущим возможностям, которые позволят нам любить более полно и искренне. Бог заявляет, что прославление нечестности – это отклонение от духовного пути. Когда мы чтим или прославляем проступки, мы отдаляемся от основных ценностей истины и справедливости,
которые являются основой полноценной и божественно связанной жизни. Такой выбор изолирует нас и оставляет нас одних в стране лжи и фальши. Бог велел вам предупредить, что каждое мгновение нашего существования – это возможность завершить свое предназначение за пределами земной жизни. Выбор жить по заповедям Христа выделяет нас на духовном пути, перемещая от мирских забот к более высокой небесной цели. Помните, что обман подобен облаку, которое на время скрывает солнце истины. Они могут дать тень, но реальность за ними неизбежно исчезнет. Поэтому развивайте способность ждать и наблюдать, давая время раскрыть истинную природу людей и ситуаций. Ангелы учат нас, что затаивать обиду – это все равно, что строить стены вокруг сердца, не позволяя ему открыться будущему и новому опыту. Он призывает нас разрушить эти барьеры с помощью инструментов прощения и принятия, позволяя нам жить полноценно и с принятием в настоящем. Бог учит нас, что сила слова – это больше, чем простое общение. У них есть способность формировать реальность к лучшему или к худшему. Говоря, не думая и не зная, мы можем невольно высвободить проклятие, которое отразится на нас. Строительство святилища заставляет нас выбирать слова, отражающие доброту нашего духа, слова, которые исцеляют и благословляют, а не проклинают или ранят. Поймите, что путь вашей духовной эволюции может быть полон испытаний и болезненных моментов, необходимых для вашей духовной трансформации. Препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, не являются признаками забывчивости, а на самом деле являются проявлениями моей вечной любви, призванной глубоко и надолго укрепить вашу душу. Каждая проблема – это уникальная возможность развить более стойкий характер и развить полную зависимость от моего любящего присутствия. Ангелы напоминают нам принять прекращение отношений как важный аспект нашего личностного роста. Поняв и приняв разрыв, мы можем с достоинством двигаться вперед и открыть свои сердца будущим возможностям, которые позволят нам любить более полно и искренне. Бог заявляет, что прославление нечестности – это отклонение от духовного пути. Когда мы прославляем или прославляем поступки обмана, мы отдаляемся от основных ценностей истины и справедливости, которые являются основой полноценной и богоугодной жизни. Такой выбор изолирует нас и оставляет нас одних в стране лжи и фальши. Бог велел вам предупредить, что каждое мгновение нашего существования – это возможность завершить свое предназначение за пределами земной жизни. Выбор жить по заповедям Христа выделяет нас на духовном пути, перемещая от мирских забот к более высокой небесной цели. Помните, что обман подобен облаку, которое на время скрывает солнце истины. Они могут дать тень, но реальность за ними неизбежно исчезнет. Поэтому развивайте способность ждать и наблюдать, давая время раскрыть истинную природу людей и ситуаций. Ангелы учат нас, что затаивать обиду – это все равно, что строить стены вокруг сердца, не позволяя ему открыться будущему и новому опыту. Он призывает нас разрушить эти барьеры с помощью инструментов прощения и принятия, позволяя нам жить полноценно и с принятием в настоящем. Бог учит нас, что сила слова – это больше, чем простое общение. У них есть способность формировать реальность к лучшему или к худшему. Говоря, не думая и не зная, мы можем невольно высвободить проклятие,
которое отразится на нас. Строительство святилища заставляет нас выбирать слова, отражающие доброту нашего духа, слова, которые исцеляют и благословляют, а не проклинают или ранят. Поймите, что путь вашей духовной эволюции может быть полон испытаний и болезненных моментов, необходимых для вашей духовной трансформации. Препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, не являются признаками забывчивости, а на самом деле являются проявлениями моей вечной любви, призванной глубоко и надолго укрепить вашу душу. Каждая проблема – это уникальная возможность развить более стойкий характер и развить полную зависимость от моего любящего присутствия. Ангелы напоминают нам принять прекращение отношений как важный аспект нашего личностного роста. Поняв и приняв разрыв, мы можем с достоинством двигаться вперед и открыть свои сердца будущим возможностям, которые позволят нам любить более полно и искренне. Бог заявляет, что прославление нечестности – это отклонение от духовного пути. Когда мы чтим или прославляем проступки, мы отдаляемся от основных ценностей истины и справедливости, которые являются основой полноценной и божественно связанной жизни. Такой выбор изолирует нас и оставляет нас одних в стране лжи и фальши. Окружающая среда, которая укрепляет наши высшие ценности, помогает нам создать наследие гармонии и любви не только к себе, но и к окружающему миру. Дорогое дитя, пойми, что дискомфорт от перемен – это признак того, что ты выходишь за рамки того, что знаешь. В этом суть истинного расширения, когда каждый новый опыт открывает неизведанные части вашей души. Принять это путешествие значит войти в непрерывный процесс самопознания и обновления, который приносит огромную пользу и преобразует. Ангелы вдохновляют нас осознать преобразующую силу позитивной речи. Они побуждают нас использовать свой голос для создания благословенной реальности, напоминая нам, что слова, которые мы выбираем, возводят мосты понимания и любви, более сильные, чем любое проклятие, которого мы боимся. Когда вы говорите, всегда стремитесь благословить и воодушевить тех, кто слушает. Ангелы советуют нам избирательно выбирать места, которые мы часто посещаем, и фестивали, которые мы посещаем. Избегание стереотипов имеет решающее значение для формирования сообщества, взаимного доверия и уважения, где все члены чувствуют себя ценными и в безопасности. Ангелы говорят о важности духовной бдительности, призывая нас укреплять связь с Божественным. Эти крепкие отношения – наша величайшая защита от мирских обманов, защищающая нас от разочарований и лучшее понимание путеводного света, освещающего наш истинный путь. Бог обратился к вам, чтобы предупредить вас, что скорбь по утраченной любви носит временный характер и что бесконечное терпеть это горе превратит вашу жизнь в постоянное и мучительное ожидание. Этот сезон горя призывает вас найти силу и утешение в своей вере, чтобы она могла превратиться в надежду и обновленную радость. Ангелы побуждают нас осознать, что страх совершить ошибку – это сигнал приступить к важной задаче. Они побуждают нас идти с обновленной верой и непоколебимой решимостью, чтобы во всех сферах жизни каждый смелый шаг приближал нас к окончательной истории. Бог вдохновил нас осознать, что истинная победа над злом достигается не только на индивидуальном уровне, но и путем совместного продвижения добра. Объединяя усилия с теми,
кто разделяет веру и цели, мы расширяем нашу способность влиять на мир во благо и противостоять злу в более широком масштабе. Эти коллективные усилия имеют решающее значение для построения более справедливого и сострадательного общества. Бог заявляет, что поиск ложного решения подобен строительству башни на облаках. Без прочного фундамента оно неизбежно рухнет. Истина – это прочная основа, необходимая для устойчивой и значимой жизни. Ложь, кажется, мгновенно решает проблемы, но она лишь продлевает циклы разочарований и неудач. Бог заявляет, что страх неудачи – самое большое препятствие на нашем пути к успеху. Этот страх загоняет нас в цикл колебаний и бездействия, не давая нам полностью раскрыть свой потенциал. Бог вдохновляет нас преодолевать эти препятствия с верой и решимостью, побуждая нас доверять Его божественному руководству даже в самых неопределенных моментах нашей жизни. Ангелы побуждают нас исследовать новые горизонты в рамках нашего роста. Открытость новому опыту и вызовам расширяет наше понимание мира и самих себя, открывая путь к неожиданным и обогащающим наградам. Это активное участие в новом важно для полноценной и активной жизни, полноценного обучения и открытий. Бог велит нам предупредить вас, что Он является постоянной и непоколебимой опорой для всех, кто искренне ищет Его. В мире, полном искушений, важно обратиться к Нему, принять Его Слово и укрепить свой дух надеждой на спасение. Аллах напоминает вам, что терпение перед лицом лжи является важной добродетелью. Он требует от нас быть прилежными и уважительными и избегать поспешных суждений, основанных только на обманчивой видимости. Истине требуется время, чтобы полностью раскрыться, и терпение позволяет нам дождаться этого откровения, не ставя под угрозу нашу собственную моральную целостность. Бог ведет нас к тому, что истинное удовлетворение и счастье можно найти в отношениях, основанных на честности и порядочности. Он призывает нас избегать любых торжеств, прославляющих двусмысленность, поскольку такие практики отделяют нас от божественной благодати и истинного общения с ближними. Ангелы напоминают нам, что каждое произнесенное слово отражается в космосе, создавая воздействие, которое может как благословить, так навредить. Они советуют нам призывать к пониманию и миру и предупреждают нас об опасности слов, брошенных в гневе или пренебрежении, которые в конечном итоге становятся ошибочными проклятиями, которые возвращаются к своему автору. Бог велел нам предупредить вас. Предвидеть зло важно для борьбы с его проявлениями. Обучаясь и проявляя бдительность к первым признакам негатива, мы можем быстро вмешаться и предотвратить укоренение и развитие зла в нашем теле. Защита – наше самое мощное оружие, а молитва – наш самый сильный щит. Ангелы предупреждают, что цепляние за прошлые отношения может омрачить наше суждение и отвлечь нас от радости настоящего. Они советуют нам отпустить цепи прошлого и принять настоящее, полное новой любви и ценного опыта. Бог заявляет, что депрессия в ее различных проявлениях также может указывать на глубокий духовный конфликт или нужду. Знание этого аспекта побуждает нас искать духовное обновление как фундаментальную часть процесса исцеления, а не просто медицинское вмешательство. Он предлагает нам заглянуть внутрь себя и искать укрепление духа с помощью таких практик, как молитва и медитация,
которые дополняют клиническую помощь духовной поддержкой. Дочь моя, ангелы подчеркивают важность тщательного выбора окружения и влияний в твоей жизни. Где бы вы ни находились, важно создавать пространство, свободное от враждебности и обиды, выбирая исцеление и понимание. Бог заявляет, что путь тотальной трансформации труден, но полон наград. Благословите наступающий месяц во имя Иисуса Христа. Помогите нам сохранить наше счастье. Мы не можем позволить обстоятельствам контролировать нас, даже если это не кажется намеренным. Знайте, что ваша радость наполняет нас энергией, спокойствием и желанием. Даже если мы не до конца понимаем, пусть у читателя будет день, полный благословений и чудесных вещей. Пожалуйста, услышьте их мольбы, восстановите их сердце и тело, исполните все их желания, победите их врагов и принесите им счастье. Пожалуйста, Боже, немедленно избавься от этой ужасной проблемы с электричеством в твоей гостиной. Это вызывает проблемы и страдания для всех. Прислушайтесь к ангелам и избавьтесь от них, чтобы ваш дом был в безопасности и наполнен радостью. Милая моя, ты моя любимая, и я защищу тебя от опасности. Доверься моей любви и защите, потому что я так тебя люблю. Господь Иисус, Ты источник моей силы. Давайте помолимся вместе. Покойся с миром, мои друзья и семья. Ты всегда в моем сердце и молитвах. В год в 2024 году я ищу вашей благосклонности в форме обеспечения, исцеления, защиты и руководства. Пусть ваша жизнь будет наполнена благословениями, пусть ангелы наблюдают за вами, а Святой Дух ведет вас к успеху. Я абсолютно не согласен, и все, что я говорю, правда. Я не лжец и не нарушаю своих обещаний. Будьте уверены, Бог скоро превратит ваши испытания в победы. Божье сострадание и доброта принесут значительные улучшения в ваших отношениях, здоровье и работе. Бог говорит: не сомневайтесь в моей силе изменить ваше существование в одно мгновение. Я создаю возможности, меняю сердце, строю отношения и немедленно распределяю выгоды. Вы увидите, как чудеса произойдут до конца этого месяца. Я знаю, что ты, вероятно, беспокоишься о деньгах, здоровье или семейных проблемах, но помни, что большую часть времени я рядом с тобой. В тот день, когда Иисус призовет, я восстановлю ваши мечты и отношения, и я восстановлю ваше здоровье, и я верну ваши деньги, и я верну вашу радость. Бог поддержит вас, и если вы будете продолжать в Его любви, Он избавит вас от всех ваших бед и возвысит вас до места вечной славы. Если вы больны, я провозглашу исцеление в тот день, когда призовет Иисус. Пожалуйста, помолитесь вместе со мной. Боже, я прошу, чтобы Ты дал мне здоровье, процветание, мудрость, мир и возможность сосредоточиться на своей работе. Я также прошу, чтобы Ты укрепил мои отношения с людьми, которых я люблю, и научил меня тому, что Ты целостный. Господи, Ты готов к предстоящей необычайной неделе. Я забочусь о вашем счастье во всех сферах жизни, включая ваши финансы, поэтому вы должны быть готовы к обильным финансовым чудесам в этом месяце. Вы ощутите преимущества, прорывы и чудеса, превосходящие ваши самые смелые мечты.
Вам предстоит испытать возможности и события, которые принесут радость в вашу жизнь. Вы найдете любовь, гармонию и счастье не за горами. Примите эти качества и наслаждайтесь изобилием, которое я вам дал. Приготовьтесь утроить свои подарки на этой неделе. Имейте открытое сердце, чтобы принять их. Моя цель – благословить вас сверх ваших ожиданий. Боль и бессонные ночи ознаменуют ваши трудные времена, но вы станете сильнее, благословенны и процветаете. Эта неделя будет особенно благословенной. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, будьте уверены, что выйдете из них сильнее, благословенные и богаче. Я объявляю, что сейчас ваше время исследовать новые возможности и испытывать чудеса за чудесами. 2024 год, который уже не за горами, имеет огромный потенциал для перемен, прорывов и чудес для вашего существования. Я помню, что ты борешься со слабостями, болезнями и стрессом. Я восстановлю ваше здоровье и одарю вас благословениями, которые изменят вашу жизнь. На этой неделе вас ждет много благословений. Я дарю тебе любовь, счастье и изобилие. Но держитесь надежды, ибо я здесь для того, чтобы укрепить ваши слабости, исцелить ваши недуги и восстановить мир и любовь, угасшие в ваших сердцах. Пусть мир, восстановление, чудеса, радость и благодать преобладают в вашей жизни в этом месяце. Доверьтесь мне и наблюдайте, как благословения приходят. Этот месяц принесет различные чудесные улучшения, ответы на молитвы и неожиданные финансовые вознаграждения. Рассвет нового дня приносит надежду в вашу жизнь. Я твой хлеб жизни. Как хлеб питает твое тело, так и я буду питать твою душу. Придите ко мне, ищите меня всем своим сердцем, и вы никогда больше не будете ни жаждать, ни алкать. Во мне вы найдете радость и удовлетворение, которого желает ваше сердце. Обязательно нажмите «Аминь» для подтверждения. Господи, я всегда с Тобой, готов сразиться с Тобой в бою. Доверьтесь мне, и я приведу вас к победе. Позвольте чудесам прийти, самым драгоценным, чтобы удивить вас и благословить вашу жизнь. Вы никогда не одиноки. Я всегда рядом с тобой. Помните, что у меня, вашего любящего Создателя, есть на вас великие планы. Пусть ваши молитвы принесут мне радость и укрепят мою руку, чтобы помочь вам в ваших нынешних бедах. В ближайшие дни вы получите обильные благословения, которые изменят ход вашей жизни. Когда чудеса развернутся перед вашими глазами, это изменит вашу ситуацию и проявит мою верность. Когда тебе одиноко и грустно и кажется, что никто не заботится, помни, что я всегда рядом с тобой. Я Бог, который создал тебя и буду защищать тебя вечно. Я участвовал во всех аспектах вашей жизни с момента вашего рождения, и я здесь, чтобы помочь, направить и спасти вас. Если ты ищешь меня, ты найдешь меня. Верьте и следуйте моим путем. Никакая проблема не является для меня слишком большой или слишком сложной. Примите свои уникальные качества, и я дам вам силы упорствовать, смелость преодолеть трудные времена и веру, чтобы увидеть чудеса. Поверьте мне, когда я говорю, что в это время я открою новую дверь в вашу жизнь, полную процветания,
исцеления, чудес и чудес. Думаешь, я прав? Если так, то ты должен поверить, что я не брошу тебя. Ваш банковский счет взорвется богатством, что позволит вам жить той жизнью, которая у вас есть. Я надеюсь, что ваши близкие всегда будут рядом, чтобы отпраздновать это чудесное путешествие вместе с вами. Возлюбленные, помните, что есть только один Бог, и именно Иисус Христос соединяет со мной человечество. У Иисуса есть все, что вам нужно в этом путешествии, известном как жизнь. Даже если ты пуст, Он может тебя наполнить, но Он также идеальный человек. Я хочу, чтобы вы сохранили эту истину в своем сердце, и если вы открыто проповедуете ее устами и верите в своем сердце, что Иисус – наш Господь и что я воскресил Его из мертвых, спасение принадлежит вам. Я понимаю твою боль и приложу ее к твоим силам. С моей помощью вы сможете преодолеть свой страх и увидеть, что вещи, которые вас смущают, наконец-то пойдут вам на пользу. Моя небесная молния повлияет на ваши финансы, здоровье, отношения и деятельность, принеся вам преимущества, превосходящие ваши самые смелые мечты. Можете быть уверены, я видел каждую пролитую вами слезу и слышал каждую произнесенную вами молитву. Ваша борьба наконец-то подходит к концу, и как бы удивительно это ни звучало, все это потому, что я здесь, чтобы помочь вам. Мое дорогое дитя, я благословляю тебя великими благами и достижениями, так что приготовься их собирать. Ваши инвестиции вернутся к вам 10-кратно в кратчайшие сроки. Улучшение здоровья, отношений и финансов уже на подходе. Когда ты чувствуешь себя подавленным, напуганным или беспомощным, знай, что я поддержу тебя и буду бороться за то, что правильно. Вам не придется сражаться в этих битвах в одиночку. Поверь в мои силы, Господи, я никогда тебя не разочарую. В ближайшие 7 дней моя сила проявит себя в полной мере так, как вы даже не можете себе представить. Красивые вещи могут вас удивить, основные благословения могут освободить вас, а благословения наполняют вашу жизнь, потому что я всемогущий. Если ты поверишь в меня, я сделаю невозможное. Происходят более прекрасные вещи, чем вы можете себе представить. Ничто не может стереть тот факт, что я держу свое будущее в своих руках. Вам больше никогда не придется беспокоиться, плакать или бессонные ночи. Я обещаю подарить вам жизнь, полную множества хороших вещей, включая деньги, хорошее здоровье, удовольствие и счастье. Я говорю это не только для того, чтобы вы почувствовали себя хорошо, мои любимые дети. Вы можете рассчитывать на то, что я всегда выполню обещанное. Я исправлю то, чего не хватает, исправлю то, что разрушило тебя, одолею твоих врагов и уберу препятствия с твоего пути. Ваше здоровье улучшится, вы обретите настоящую любовь, а финансовая безопасность ваших близких станет достижимой. Наконец-то вы избавитесь от своих проблем и страхов. Доверьтесь мне и позвольте мне помочь вам. Мне нужно облегчить вашу боль и решить ваши финансовые проблемы. Я знаю, что многие из вас изо всех сил пытаются свести концы с концами, но знайте, что у вас есть моя непоколебимая поддержка. Позвольте мне показать вам, как провести лучшее время в вашей жизни. Доверьтесь мне,
и я покажу вам путь к лучшему, что я запланировал для вас. Независимо от того, нуждается ли в ремонте ваше физическое тело, сердце или душа, я полон решимости исцелить вас. Я могу справиться с любой проблемой, которая встанет на моем пути. Я высококвалифицированный врач. Если вы задумаетесь обо мне, я смогу оказать положительное влияние на вашу жизнь, независимо от того, через что вы проходите. Я обещаю вам, что на горизонте появится что-то удивительное. Примите мою истину, и вы поймете, что мое желание удовлетворить ваши нужды непоколебимо. О вас говорят, мои дорогие дети, даже там, где вы не бывали. Я работаю над тем, чтобы исполнить ваши желания, и ангелы-хранители ждут вас. Дорогие мои дети, не позволяйте своим проблемам обескуражить вас. Любовь и сострадание – самые сильные вещи, которые вы можете сделать. Верьте в меня и верьте в себя. Я хочу сказать вам более конкретные вещи, чем вы можете себе представить, но вам просто нужно быть готовыми их принять. Я хочу благословить вас до конца этой недели. Финансовый успех, физическое здоровье, удовлетворение и счастье – это лишь некоторые из многих наград, которые вы можете ожидать. Если досмотреть до конца, то можно увидеть неожиданные чудеса от меня. На этой неделе будет много чудес, и все они будут для вас. Ваша жизнь меняется с понедельника по воскресенье. Вы можете быть здоровы, ваши отношения будут процветать, ваше финансовое положение улучшится, и в целом вы почувствуете себя сильнее. Если вы считаете это полезным, согласно тому, что сказал Господь, просто наберите мой палман. Я сейчас усердно работаю, чтобы улучшить вашу жизнь. Как только ты перестанешь беспокоиться, я сделаю тебя счастливым. Я перенес вас из места дефицита в место изобилия, гарантируя, что вы сделаете все возможное во всех сферах вашей жизни. Я даю вам исцеление, благословение и улучшение. У меня есть для вас несколько приятных сюрпризов, так что приготовьтесь. Вы будете здоровыми, свободными, процветающими и исцеляющимися. Я обещаю. Каждый день вы будете сталкиваться с разными благоприятными условиями, возможностями для роста и достижений. Поверьте мне, и ваша жизнь может неожиданно повернуть к лучшему. Я даю вам вещи, и вы увидите, как ваша жизнь значительно улучшится. Я молюсь об ответе на ваш сильный и драгоценный призыв. Будь то мое дорогое дитя. Все, что вам нужно сделать, это согласиться со мной, что сейчас происходят чудеса. Поверьте в меня, и я увижу, что с вами произойдет все, чему суждено случиться. Мы ожидаем, что вы решите проблемы ясного и точного характера. Оно обещает божественные награды, превосходящие воображение, если вы полностью примете перемены. Мы присоединяемся к небесным планам и открываемся непрерывному потоку благословений и благодати. Эта глубокая информация приводит нас в гармонию с божественным замыслом, ведя нас к более процветающему, мирному и полноценному существованию. Мое дорогое дитя, знай, что хотя все достигают физического конца, лишь немногие встают на путь спасения с истинной преданностью и преданностью. Этот путь требует постоянной приверженности вере, сильной молитвенной жизни
самоотверженного служения и безусловной любви к другим. Ангелы рекомендуют, чтобы сострадание направляло наше суждение, даже когда мы осознаем несправедливость других. Мы должны действовать с добротой и состраданием. Маски, которые носят люди, могут быть отражением глубоко укоренившейся неуверенности и страхов, а наше понимание и сострадание могут стать ключом, который поможет им снова найти свой истинный путь. Ангелы побуждают нас воспринимать прощение и преодоление горечи как необходимые условия для нашего эмоционального здоровья и духовного роста. Когда мы решаем отпустить старые обиды, мы открываем свои сердца бесконечным возможностям счастья и любви, которые нас ждут. Делая этот выбор, мы настраиваемся на божественное и возобновляем свое духовное путешествие с новой надеждой и любовью. Дитя мое, знай, что мольба о возвращении потерянного человека лишь продлит твои собственные страдания. Ценить себя и осознавать, что вы заслуживаете отношений, которые принесут вам безопасность, поддержку и, прежде всего, покой, жизненно важно для вашего эмоционального здоровья. Ангелы напоминают нам, что благодать спасения – это божественный дар, доступный всем, но удостоится этой чести только тот, кто искренне следует небесному учению и подчиняется божественному. Они побуждают нас жить каждый день, зная, что наши действия влияют на нашу вечную судьбу. Бог велел вам предупредить, что затаивать обиду – это все равно, что отказываться выйти из тюрьмы, даже если двери открыты. Он хочет, чтобы вы жили свободными от всякой горечи, потому что только тогда вы сможете обрести истинный мир и счастье, которые Он приготовил для вас. Ангелы предупреждают нас, что любая небольшая корректировка в нашем поведении и мышление включает в себя мозаику духовной эволюции. Хотя перемены могут быть пугающими, они необходимы для раскрытия нашего скрытого потенциала и достижения более высокого уровня духовного сознания. Это вдохновляет нас подходить к каждому изменению с открытым сердцем и сосредотачиваться на богатстве благословений и благословений, которые приносит каждая новая платформа. Ангелы побуждают нас глубоко задуматься о последствиях наших праздничных решений. Он призывает нас идти по пути, который продвигает высшие добродетели, гарантируя, что мы всегда созвучны стремлению к истине и божественной любви, избегая изоляции и нечестности. Они говорят о важности сохранения душевных сил перед лицом невзгод. Каждая невзгода – это возможность укрепить наш дух и укрепить нашу веру. Мы полны решимости искоренить зло и быть примером света и надежды в мире, которым правит тьма. Бог сказал вам, что каждое ваше действие, включая решение поддержать или отвергнуть гнев, является прямым отражением ваших ценностей и честности. Сохранять внутренний мир означает отвергать любую форму поддержки тех, кто живет и проповедует вражду, выбирая пути, прославляющие сострадание и понимание. Бог учит нас, что истина – это прочный фундамент, на котором можно строить наше существование. Хотя это выглядит запутанным, это подтверждает нас. Пойдите на небольшой обман, правда всегда побеждает. Поэтому мы должны искать истину во всех наших отношениях и решениях, которые будут определять наше поведение.